ваша высокая вот именно гражданская позиция, ваша вот именно забота о том, что необходимо оберегать то место, где вы проживаете, где живут ваши родные, близкие односельчане. Поэтому что я вам скажу, ребята, давайте так держать. Перед началом соревнований участников состязаний приветствует начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев. Напутственные слова и добровольцы уже рвутся в бой. Сегодня именно они – настоящая опора пожарных. Добровольчество у нас в республике особенно актуально, потому что у нас очень много населенных пунктов труднодоступных, отрезаемых в период паводка, в период летнего сезона. Поэтому бывает, что первоочередная задача по тушению пожара возлагается на добровольцев. Если их нет, соответственно, нам тяжелее работать уже. В ходе соревнований каждой команде предстоит пройти несколько этапов. Сначала необходимо как можно быстрее облачиться в боевую одежду пожарного. Затем добежать до участка с открытым огнем и потушить очаг возгорания. Далее аварийно-спасательные работы при ДТП и оказании первой помощи пострадавшему. На счету каждая секунда. На последнем этапе нужно произвести боевое развертывание с подачей воды. В этом году организаторы соревнований делают все, чтобы условия прохождения всех этапов были максимально приближены к реальным. Если надо, я и коня на скаку остановлю, и в горячую избу войду. Елена Петрунева работает главным библиотекарем в Шошке. К добровольной дружине присоединилась недавно. Несмотря на то, что это ее первые соревнования, она ничуть не уступает более опытным товарищам по отряду. После прохождения этапа ни капли усталости на лице. Говорит, готова выйти на этап снова. Считает, что главное в таком деле – это желание помогать людям и, конечно же, боевой настрой. Могу кого-то поддержать, да? Вот, скажем так, как-то настроить хорошо. Вот, поэтому, да, тоже имеет большое значение, так сказать, иногда даже больше, чем какая-то, скажем, физическая помощь. В прошлом году команда Елены стала первой на соревнованиях. Однако это не повод останавливаться на достигнутом. Пожар – это то, к чему нужно быть готовым всегда. Помощь может понадобиться в любую минуту, а значит и снаряжение у добровольцев должно быть максимально профессиональным. В прошлом году за то, что мы получили первое место, в конце года нам передали оборудование в безвозмездное пользование. Это прицеп, пожарный пост, скажем так, то есть он полностью укомплектован оборудованием для добровольной пожарной дружины. Это и боевые комплекты одежды, вплоть начиная от касок и заканчивая сапогами пожарных, ремни, боевые комплекты, это пожарная мотопомпа, это рукава, напорные, всасывающие, даже огнетушители в этом посту есть. Библиотекарь, медсестра, лесник, водитель, добровольцы идут люди разных профессий. Но всех их объединяет одно – неравнодушие к чужой беде. Чувство локтя товарища, уверенность и главное, чтобы суеты не было. Каждый должен знать свою обязанность, кто должен что делать. По итогам соревнований уверенную победу одержали многократные чемпионы прошлых лет. Команда добровольцев из поселка Визендор Сысольского района. Серебро состязаний у добровольных пожарных из села Шошка Сыктывдинского района. Третье место заняла команда регионального отделения ВДПО. Сегодня здесь нет проигравших, ведь добровольческие отряды борются не друг с другом, а все вместе против пожара. Анна Зубарева, Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.